Марат Бакаевич, есть вопрос? Есть вопрос. У вас есть на руках судебное Сейчас, решение? секундочку. Микрофон включить. Марат Бакаевич, микрофон включить. Вы можете показать мне судебное решение? Что у него самого нету, что Какие есть решения? 3 апреля 2017 год, да, это решение Первомайского районного суда города Бишкек. Вот здесь вот вот могу зачитать. Да? Более того, в настоящее время истец просит восстановить в ранее занимаемой должности до выведения в распоряжение ГКНБ Кыргызской Республики или на другую нижестоящую должность. Вместе с тем, истцом не был оспорен первоначальный приказ ГКНБ Кыргызской Республики от 408 ТЛС от 26 мая 2016 года об освобождении от занимаемой должности и о выведении в распоряжение ГКНБ Кыргызской Республики. В соответствии с пунктом 91 положения, военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток с момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу. При таких обстоятельствах суд считает доводы истца о восстановлении в ранее занимаемой должности до выведения в распоряжение ГКНБ или на другой нижестоящей должности необоснованными, поскольку истцом срок исковой давности пропущен. срок исковой давности? Правильно? Срок исковой давности 10 дней. Вот он и пропущен, правильно? Ну, Любые вам же требования, нет, подождите, любые если вы требования. говорите о сроках, которые применимы по дисциплинарному взысканию, то тогда суд бы вам просто не принял бы иск к производству и отказал бы сразу. Тут у вас, видите, рассмотрено по существу, и именно в части требования, которые вы выдвигаете о восстановлении в прежней должности, вам суд отказывает, так как вами, вот приказ 16 года, там 10-дневный срок пропущен. На тот момент, когда вот приказ выносился об увольнении, вот именно, он находился при исполнении. Суд говорит про это. Я с вами не согласен, вот у меня два решения тоже. Есть его иск, сам Первомайский, где он четко прописаны его требования, признать незаконным, во-первых, приказ, второе, восстановить на службе в органах ГКНБ, а то, что в должности он уже просто дописывает, а потом уже взыскать. И вот в двух решениях, вот апелляционной инстанции Верховного, здесь четко идет ссылка на 10 дней как пропущенный срок исковой давности. Если бы вам отказали в принятии иска и сказали, что 10 дней пропущен, тогда вы могли бы заявлять, что эта норма неконституционная, и вы не имели права подавать. Но так как иск был рассмотрен, принят к производству, судом рассмотрен, исследование все материалы дела, вам отказали именно в части того, что в связи с утратой доверия. Вам вынесли решение на основании этого. Вы просто суд в заблуждение вводите этим. Вы просите восстановить в должности предыдущей, но на момент, когда вы уже были уволены, то Куланбек Улы находился в распоряжении. Он ожидал должность как другую, да, я так поняла. Это все вот из решения исходит. Надо И говорить, в связи что с я этим. в заблуждение ввожу. Я сразу оговорился, что суд рассматривал все вопросы, и одним из оснований он применил 10-дневный срок давности. И как здесь сейчас определить, какая из этих мотивировок послужила основным критерием для отказа в удовлетворении иска? Здесь вот, исходя из решений, которые есть, с решением мы тоже знакомы. И здесь все судьи тоже все эти решения читали. В первую очередь он был освобожден составлением распоряжения кадров. В последующем Куланбек Улу был уволен по основаниям, которые есть в положении. Вы это тоже четко говорите. Вот после того, как был издан приказ об увольнении, он обжаловал это в судебном порядке, а не то, что освобождение. Освобождение он не оспаривал. Но после увольнения он как раз таки подал в суд иск о признании недействительным приказа об увольнении. Да. И здесь истец как раз таки ставит вопрос относительно правильности применения 10-дневного срока в отношении него, поскольку если он уволен, является ли он военнослужащим или нет. Вопрос же в этом состоит. Коллеги, есть вопрос? Нет. Нет? Спасибо. Поэтому здесь никто никого не вводит в заблуждение. Надо четко просто говорить, как есть в документах. Спасибо, присаживайтесь.